Aşağı kuş mesela свет теперь кучадыга гербол грызят лапаш эти юач биус свет баргуш бедиедер картик. Негодование Исы Таршхоева вполне можно понять. Семья уже третьи сутки сидит без электричества. Причина тому сильный шквалистый ветер с дождем, которые обрушились на Ингушетию. В их доме, как, впрочем, и во многих населенных пунктах республики, прекратили подачу света, чтобы избежать плохих последствий. Но сетует он не столько на плохую погоду, сколько на соответствующие службы, которые, по его мнению, не спешат решать вопрос возобновлением энергоснабжения. Ответ добавка групп оцар, дежурный групп выехать дет на месте и бог оцар. Так цар бог беш биан дет цар теж биан сел дарден ждать асри балгири някад дадиш асри дадя харсо сеу обочин дадя адахкар. Прямо асфальт больше ждать ждать асри. И такую ситуацию с отсутствием света можно наблюдать на многих улицах административного округа. По пути обратно мы наткнулись на работников Россетей, которые восстанавливали питание на одном из участков, где проходят линии электропередач. Как и во многих местах, мощный ураган повредил провода, что и привело к частичным сбоям. Глава местной администрации подчеркнул, что необходимые меры по возобновлению энергии в домах были приняты незамедлительно. Электросети вообще были, целые улицы разрушены. Вы сами видите, вот тут провода лежали и за каналом, и старый массив. Ну, в целом-то по городу было разрушено, но в Альтиеве тоже такая ситуация. И газовые сети были разрушены. Ну, оперативно все службы работали. Сразу было частично восстановлено. Вот сейчас, что осталось, уже, я думаю, к концу дня все это восстановит, и дай Андрей, все будет нормально. Аналогичная ситуация наблюдалась и в соседнем Гамурзиеве. Здесь у некоторых жителей сгорели домашние электроприборы. Продукты из холодильника начали приходить в негодность. В административном округе также задействована часть аварийных бригад из Ингушэнерго. По Гамурзиеву сейчас на данный момент работают 2 бригады. Сейчас пришли на помощь с Малгобека, нам еще техника и бригада пришла. Мы эту 3-ю бригаду отправили именно Гамурзиево и Альтиево. В этом направлении они работают уже. Мощная стихия, которая пронеслась по многим населенным пунктам Ингушетии, повредила большое количество высоковольтных линий в 35 и 110 тысяч вольт. Масштаб разрушения оказался существенным, поэтому пришлось задействовать не только дежурные бригады, но и подключать резервные силы филиала Россети Северный Кавказ Ингушэнерго. Порядка в городе Назрянь уже у нас порядка 8 бригад работает только в одном городе, это не считая в остальных населенных пунктах по республике. Сунжинский район, Магасский и город Карабулак – это районы, которые больше всего пострадали от стихии. Я бы хотел сказать и обратиться, наверное, к нашему населению, чтобы люди понимали, что мы не сидим без дела, что мы стараемся подать свет каждому, и мы до каждого человека дойдем. Ингушские энергетики уверяют, уже сегодня 99% линий электропередач будет восстановлено, и в случае появления новых сбоев работники Ингушэнерго готовы незамедлительно выехать на место и устранить поломку. Михаил Тангиев, Адам Дулаков, Новости 24.